Шокирующее видео для всех таджиков. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему эксперт предрек Таджикистану гуманитарную катастрофу из-за афганских беженцев. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В Афганистане, а также в ближайших к нему соседних государствах Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане может произойти гуманитарная катастрофа, заявил бывший замминистра МЧС Российской Федерации Юрий Бражников. Конечно, в регионе в целом и в Афганистане, и в ближайших государствах Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане может произойти гуманитарная катастрофа. Он отметил, что на территории Афганистана, особенно в северных провинциях страны, на данный момент скопилось много беженцев и переселенцев. По его мнению, в случае формирования в Афганистане правительства, которое не удовлетворит общество, беженцы предпримут попытки покинуть территории. Поэтому мы вынуждены исходить из того, кто будет руководить Афганистаном. Это наш сосед, сосед Таджикистана. Как вы думаете, это случится? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Однако пересечь границу желающим покинуть страну будет очень сложно. С одной стороны, из-за горной местности, с другой, их уход может быть невыгоден правительству. Таким образом, будут применяться силы для недопущения этого. Стоит отметить, что Бражников руководил в 2001 по 2002 год гуманитарной операцией по оказанию помощи населению Афганистана. Ранее такую же ситуацию предрек глава партии ЛДПР Владимир Жириновский. Политик предположил, что растущее число беженцев приведет к затяжной гражданской войне на всей территории Центральной Азии. Даем мощную поддержку Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, чтобы предупредить, не допустить вторжения любых войск с Афганистана на территорию Таджикистана, Узбекистана, Туркмении. Между тем, ранее сообщалось, что Евросоюз планирует увеличить размер финансовой помощи беженцам из Афганистана. Гуманитарную помощь планируется увеличить до более чем 200 миллионов евро, тогда как сейчас на эти нужды выделяется порядка 50 миллионов евро. Если будет вариант ничего не делать, то в Среднюю Азию ворвутся банды, ИГИЛ и все остальные, которые будут концентрироваться в Афганистане, проблемы не решены, бедные, безработные, голодные. А рядом богатый Таджикистан, Узбекистан, Туркмения. Они ворвутся, будет резня, но мы вмешиваться не должны. Но когда через какое-то время сбежавшие оттуда руководители, допустим, в Москву или, там, не знаю, в Саратов, обратятся с просьбой к главе российского государства принять в качестве губерний в состав России, мы их примем, защитим и очистим Среднюю Азию от всех экстремистов, радикалов и всех фанатов. И у нас будет Душанбинская губерния, Бишкекская губерния, Ташкентская, Ашхабадская, Чимкентская. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!